установлю нормально. Надеюсь, нормально меня слышно. Какого? Свой штатив установлю нормально. Что никак не встает. Как же установить? Земля неровная. Сейчас. Ну так криво, блин. Тоже не то. Ну ладно, придется придерживать. Что делать теперь? Там темно будет. Ладно. Ну что сделаешь? Придется как-то так. Во. Немножко кривовато, ну ладно. Думаю, простительно. Вот так вот. Данных идут. Стрим да оракты. И на мини-стрим характы. Комментарий бышекты. Лайки-то викты. Асудулнут хылыкты. Недавно на море, кстати, был. Ну так, быстренько пофоткал, видео поснимал. Мурго, нельзя. Такие дела. Сейчас у водоема сижу. Классно. Здесь у нас тепло, дула, нормально. В разных частях страны разная погода. Оказывается, вот этот снег-то, который у нас выпал, кстати, я видео скоро залью еще, у меня есть. За 117 лет впервые столько много снега выпало. Интересно тоже. Да, сегодня у меня есть несколько таких интересных мыслей. Ну как, на самом деле все банально, конечно, но все же стоит проговаривать про это. Надеюсь, нормально меня слышно? Хорошо. Надеюсь, качество хорошее. 5G все-таки как-никак. Так что пышек ты комментарий. Ну. Да, бихулей живейным. Бышек ты комментарий. Ну. О, хорин хоихум. Харжевейна. Стрим. Бисолонгос давейным. Там да стрим был живейным. Да, уракты, стрим характы. О. В последнее время, Баир, привет, СМБН, время вообще ускорилось у меня как-то. Столько много событий происходит, что даже, ну реально, надо как-то сесть, обдумать что ли все. Угу. Да, башикты комментарий нут выходут. Я просто хочу сегодня поговорить о такой важной вещи, которая, ну, безусловно, в будущем, да сейчас надо о ней говорить, потому что у нас на самом деле действительно очень много проблем, и вот о чем хотелось бы говорить. Мы, к сожалению, очень не дружны, вот что я могу сказать. Все-таки это вылазит. Я вот, знаете, к одной вещи пришел. На самом деле получится. У нас много хувуд, да и басхадут, таких духовитых, мощных. Это не проблема, на самом деле, обрести независимость. Проблема только в том, как сказать, как этих людей пытаться контролировать. Ну, потому что, знаете, сами, мы немножко такие необузданный народ. Ну, как и многие наши, наверное, такие народы кочевые, да, так скажем. Ну, и другие, конечно, не только кочевые. Вообще, слишком сильно любим свободу и так далее. Я просто сравниваю с теми же корейцами. Все-таки, знаете, вот это вот... Сейчас я вот скажу вот эту мысль. Смотрите, вот корейцев, как сказать-то, дисциплина, да, ответственность,
на высоком таком уровне на самом деле. То есть они очень э, внутри замотивированы на выполнение работы и так далее, да, на вот это вот, ну, так скажем, иерархию, какое-то соблюдение. Но у нас же, мне кажется, это, знаете, вот сейчас я вот просто анализирую, как вообще в Рашке устроено. Вообще, знаете, вот, на самом деле, по большому счету, к русским людям вопроса-то нету русской национальности. Дело-то я вот сколько раз говорю, я вот на национальности по сути не делю. Дело-то вовсе не в национальности. Вот я когда говорю русский мир, да, или там орки, да, я-то говорю о том, что это, как сказать, понимаете, вот человек это же просто чистый лист бумаги, по сути, да, вот что ты туда запихнешь, то и будет. И вот когда мы говорим о русском мире, мы же не говорим о мире, где русские живут, а говорим о, как бы, вот как вот Дугин, как это проповедует, да, то есть это ну, какие-то философские, какие-то, если их можно назвать еще философскими воззрениями, что-то типа такого. То есть это комплекс каких-то нарративов, короче, смыслов, которые идут в разрез с вообще общепринятой, наверное, человеческой моралью даже. Потому что там ложь, лицемерие, насилие, ну, вот эти вот все, как бы, чуждые Homo sapiensом, как бы сказать, качества, да, что-то такое. Поэтому надо здесь разделять. Потому что я вот не знаю, почему эти... Видимо, они меня недопонимают, эти, как их, ватники. Они думают, что я про русскую национальность говорю. Я про русскую национальность ничего не говорю. Я говорю про русский мир. Русский мир это вот в смысле того, как его проповедует Дугин и вот эти все товарищи, всякие Ильины там. И, конечно, было бы хорошо, если бы мы... Смотрите, у нас, согласитесь, несмотря на то, что, ну, мы, как бы сказать, очень сильно русифицированы, можно сказать, да, ну, наши народы, но, тем не менее, все равно у нас наполнение это свое, и мы с русскими людьми все равно мы разные, на самом деле, внутри, по сути. И очень часто возникает недопонимание вообще в целом. Ну и особенно оно, конечно, своего апогея достигает именно сейчас, в эпоху войн, эпоху вот этой вот нестабильности, вообще потери всяких смыслов, потери изменений вообще, как сказать, нащупывание, обретение собственного пути, так скажем, наших народов. Потому что мы же сейчас осознаем, по большому счету, что то, куда мы двигались, это все неправильно. И вообще мы никуда не двигались, а нас, получается, как бы оккупировали, и наших умных людей, элиту уничтожили, и, ну, как бы сказать, старый, как мир, принцип «разделяй и властвуй», да, применяется по отношению к нам. Поэтому, но он, кстати, применяется и к самому русскому народу, вот что печально для них. Получается, как к ним относятся, так в разы хуже и к нам относятся. Вот в чем проблема. Поэтому это надо понимать тоже. В общем, суть в том, что, смотрите, вот как он, русский мир, в смысле того, как философская вот эта вот идеология, да, устроен, не как мир, где русские живут. Он устроен так, что с детства тебе не прививается должным образом уважение к взрослым, к каким-то вообще соблюдению понятий и так далее. То есть все строится на силе, на, как сказать, ну как, кто сильнее, тот и прав, типа такого. То есть вот это вот показная какая-то мускулинность, да, потом всякие там пропаганда АУЕ, на самом деле, вот это всяких таких субкультур. А здесь же, в таких странах, да, я что хочу сказать, в принципе, да, типа Корея, Япония, ну и Китай.
Здесь все-таки все построено на традиции, на уважении, на дисциплине, на ответственности. Это все как бы с детства воспитывается. Ну и вот многим нашим, как сказать, не нравится, что, допустим, корейцы поклоны делают и так далее. Но на самом деле это тоже один из моментов, как сказать, уважения, что ли. И понятное дело, что все-таки кто старше, он тоже понимает свою как бы ответственность. Это не так, что типа вот я старше, все там, пальцы загнул и сижу, да, и ничего не делаю. То есть в длинной перспективе я что хочу сказать. Дисциплина, ответственность, вообще ум, уважение, они всегда выигрывают. Посмотрите на вот эти страны, да, Южная Корея, Япония, ну и везде, где есть какая-то упорядоченность, где есть дисциплина, где есть уважение интеллекта, ума, они развиваются, эти страны. А где, знаете, это вот как э, класс, представьте себе, да, где вот каких-то гопников, отморозков собрали, и у них никто с ними не может справиться, и там как-то, ну как сказать, какие-то непонятные правила, то там, конечно, как сказать, что из них будет в будущем-то? Ничего хорошего. Вот в этом вся рашка, в общем. Понимаете, там никаких правил, никаких, кроме, ну, как сказать, физического наказания, страха там, все на этом построено. У Невзорова, кстати, очень здорово написано в телеграм-канале вы его. Я даже к себе тоже его в телегу закинул, продублировал, ну, потому что он четко описал. Потому что, смотрите, я тоже хотел стрим про кино, на самом деле, запустить. Частично, наверное, сейчас расскажу. А, Ну, сперва продолжу свою мысль про дисциплину, про ответственность, про воспитание, про внутреннее наполнение вообще. Вот наша, к сожалению, в этом большая проблема наших народов, да. Ну, ладно, в частности, бурятов возьмем, бурят-монголов. К сожалению, у нас так получилось из-за того, что мы воспитывались в этом русском мире. Опять напомню, что русский мир это не мир, это к национальности не имеет отношения. Это вот высказывание Дугина, чтобы не писали эти всякие там ватники, что я типа там русофоб какой-то или еще что-то, нацист. Но согласитесь, в стране, в которой нормализуется насилие, поддержка войны, отсутствие всяких прав и свобод, вообще отсутствие здравого смысла, ума, ну, явно что-то не то. А что-то не то именно с воспитанием и вообще с внутренним наполнением. И, к сожалению, вот в такой вот, получается, атмосфере мы все воспитываемся, и у нас никаких, получается, хороших нравственных ориентиров по большому счету нет. То есть они многие лживые. Это, то есть, погоня за чем-то материальным, да, за деньгами, за статусом каким-то, за понтами. Но по большому счету они к чему-то такому, знаете, не приводят же к счастью, да. Ну, по большому счету, любому, чему ты стремишься, в конце концов, оказывается, что ты вот это вот или приобрел эту вещь, или достиг статуса, и как бы типа, а что дальше, да? Это как, есть же высказывание, да, у самурая есть путь только, то есть нет там этого цели, да, Э, или есть цель. Короче, я забыл это высказывание, но оно клевое. У самурая есть только путь, короче, типа такого. То есть у человека тоже должна быть такая тема. Поэтому из-за вот этого получается у нас как? Какая-то часть, которая не осознает своей внутренней силы, она, э, ну именно бурят, ну и других народов, она, ну типа думает, вот мы трусы, мы ничего не можем и так далее, хотя они тоже на самом деле ошибаются. А другая, которая, ну духа много, валом, да, физухи много, ну она, к сожалению, стремится к каким-то таким материальным вещам, ну, как показателю чего-то, да, там, твоей крутизны или еще чего-то.
И поэтому у нас, к сожалению, взаимопонимания нет. Ну и вообще отсутствие каких-то хороших нарративов, чего-то такого, как сказать, настоящего, да, оно и приводит к тому, что мы не можем никак нормально объединиться, и постоянно мы вот в этой вот атмосфере живем принципа «разделяй и властвуй». То есть нас, ну как сказать, как голодным собакам какие-то куски кидают, мы типа между ними деремся и никак не можем к общему знаменателю прийти. То есть вот это вот на самом деле, к сожалению, большая проблема в нашем э, настоящем, в прошлом и в будущем. То есть пока у нас вот этого сознания не придет, сдвинуться с места, обрести по-настоящему независимость. Главное, смотрите, не в том, как ты ее добьешься, а в том, чтобы понять, что она тебе нужна. Вот в чем проблема. Для многих э, нет даже мысли о том, что, типа, а мы же сами можем. То есть вот нам не надо, да, там, чтобы кто-то там, дядя из Москвы что-то решал, да. То есть у многих, к сожалению, до сих пор, вот, третий год уже война идет, столько бурят других народов погибает там на войне, ну и, то есть, становятся оккупантами, но все равно у них понятия нет, что, а зачем нам все это, мы должны стать независимы. То есть это что-то в головах должно серьезно перемениться. Ну и, конечно, вот получается задача таких людей, как я, максимально доступным способом все это транслировать, объяснять. Конечно, мы это все понятно, что в будущем с тем же русским народом, ну, безусловно, они у нас будут жить, это никуда не денешь. Но желательно, чтобы они просто, во-первых, осознавали ответственность за прошлое, за свои деяния, за то, что совершено, и придерживались наших правил, потому что это наша все-таки земля, и ну, как-то мы должны прийти к правилам совместного общежития, да, так скажем, разных народов. Понятно, что э, любая страна состоит из разных народов и так далее. Даже тут же в Корее, да, многие вообще народы приезжают, работают здесь в Корее, обеспечивают свои семьи. Для многих Корея становится домом и так далее. Но у нас, на самом деле, я вот так смотрю, так много проблем. Я думаю, вот я вот сейчас в последнее время становлюсь, во мне уверенность есть, что обрести-то независимость не так сложно. Сложно убедить людей в том, что она им нужна, и в том, как ее удержать потом, и как вообще выстроить это общество. Ну, наверное, не идеальное, конечно, но как в нормальных странах, как Южная Корея, да. Конечно, здесь тоже есть и свои минусы и так далее, или еще что-то, но тем не менее, построено-то это общество, как ни крути, именно на каких-то корейских традициях, на патриотизме корейском, на уважении их, как сказать, каких-то коренных их качеств. Ну, посмотрите, это же очень нация трудоголики. Они, ну, хлебом не корми, реально, дай им поработать, что-то поделать. Ну, конечно, тоже встречаются разные люди, но в основном к труду они очень уважительно относятся. И тут хочешь не хочешь, как сказать, тоже начнешь приспосабливаться. То есть, ну да, они тоже любят расслабляться. Это понятное дело, самая пьющая страна в Азии, Корея. Но, тем не менее, сколько бы они ни пили, они утром встают, идут на работу, и все, и нормально работают. Вот как-то так. То есть у них, знаете, вот я так наблюдаю. Я еще вот когда снег падал, я смотрю, простые люди выходят и возле дома убирают. То есть не надо их заставлять, чтобы они, знаете, типа кто-то там пришел с какого-то там ЖЭКа или еще что-то, ну типа там начал заставлять, да, там через силу, через палку. Ну то есть у людей самих какая-то ответственность есть, они выходят, сами там убираются, что-то делают. Ну короче,
ты когда только живешь в другой стране, ты начинаешь понимать менталитет этой страны. И, конечно, я языка не знаю, многое ничего не понимаю, но тем не менее все равно какие-то мелочи, детали наблюдаешь, живешь среди этих людей. Ну, интересно на самом деле. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас тоже, ну, как и в Монголии, кстати, я тоже заметил, все-таки в Монголии на самом деле спокойно, тихо, уважение, да. То есть вообще азиатам, я думаю, это присуще. Ну, как, не хочу, конечно, другие национальности обидеть, но, ну, наверное, каждый, кто представляет себе японца или корейца, он же не представляет его там, не знаю, где-то орущим или еще что-то. Ну, это в основном спокойные такие тихие люди, да, которые не любят каких-то агрессивных действий или еще чего-то. Понятно, у всех свои тараканы в голове и все такое, но тем не менее. Как-то так. Ну, то есть это же явно не... Человек не представляет, что это какой-то экспрессивный человек. Но мы вот, к сожалению, вот этой вот философской концепции русского мира мы развращены, потому что там, ну вот, знаете, вот Невзоров очень классно об этом высказывается. Действительно, там прямо с детства вот это вот воспитывается какая-то, знаете, а, к сожалению, вот русские даже сами не понимают, что они становятся вот заложниками вот этих вот, ну, лживых вот этой вот концепции. То есть там на самом деле русскому народу это тоже надо много что пройти, переосмысление там или еще что-то. Я и даже не знаю, как все это решать, но проблем очень много. Но, наверное, можно все это сделать. Все-таки мы все люди. И понятное дело, что это легче будет, если воспитывать просто детей, ну, другим поколением, как-то, не знаю, оторвать что ли от общества. Как-то так. Без вот этого всего, знаете, лжепатриотизма, шовинизма, э, превосходстве себя над другими, ну, вот без всего вот этого вот херни этой. Потому что, видите, если это все культивировать, во что это в конце концов перерастает? Вот войну в Украине перерастает, войну в Грузии, в Чечне и так далее. То есть, когда ты как бы возвышаешь свою нацию над другими, вот такая вот история происходит. Видите, а когда ты, как в Южной Корее, стремишься к работе, к дисциплине, к ответственности, к чему это приводит? Приводит к тому, что небольшая, по сути, страна без ресурсов становится одним из лидеров экономических. И сюда люди с удовольствием приезжают из разных стран, хотят здесь жить, хотят здесь развиваться. Хотя, конечно, в визовом плане, в плане адаптации, ну, конечно, сложно. Все-таки это, ну, я считаю, довольно закрытая страна. Мы, конечно, ее знаем там по кей-попу, по еще каким-то там вещам таким, да. Но на самом деле, мне кажется, Корея достаточно закрытая страна, монострана, со своими какими-то укладами, вещами, которые вот так на первый взгляд и не поймешь свои обычаи, традиции. И, конечно, мы вот вигуки, иностранцы, мы их менталитет, который они с детства воспитывались, мы их, конечно, понять не можем. И это только, ну, тем более, когда тебе там не 18 лет или еще что-то, сложно для нас будет. То есть культурные отличия, конечно, большие. Ну, они к нам, я думаю, относятся так, как сказать, с пониманием, что мы вот люди другой культуры, люди другого мира. С одной стороны, знаете, это, конечно, тоже, как сказать, как сказать-то? Вот знаете, вот у нас есть такая дурацкая черта этого русского мира, к сожалению, что типа мне пофигу, да, вот когда, ну, по-другому, конечно, через маты все это произносится, да, когда человек говорит, да, мне пофигу, да, а когда, знаете, ну, ты более какой-то ответственный человек становишься, и когда тебе все-таки говорит кореец, да, что ну, почему вот вы не можете нормально просто работать, делать, как вам говорят, и все. Ну, то есть без всяких там выпендрежей, да? Типа такого, короче. Ты потом, ну вот ты сразу тоже не принимаешь, думаешь, ерунда. А потом, когда так посидишь, поанализируешь, а действительно думаешь,
А почему бы просто вот, ну как сказать, не принять условия игры, не там не показывать свой там характер или еще что-то, вот как-то так. Почему бы просто нормально не выполнять свои типа обязанности, да, или еще что-то. Ну, то есть, к сожалению, для нашей, вот, как сказать, вот это вот, все равно мы продукты русского мира, получается. Нам это все сложно, конечно, сразу, наверное, въехать в это. А, То есть все-таки в Корее, я думаю, трудовые коллективы это как одна какая-то, как единое целое, что ли. Ну, у меня такое мнение складывается. Как-то так. Ладно, что-то я далеко уезжаю. Вообще стрим называется «Единство бурят». О единстве бурят, потому что у меня единство бурят был такой стрим. Я хочу сказать, что, к сожалению, очень много пока факторов, которые, конечно, навязаны вот этими КГБ, ФСБ и так далее, на разлад, на разъединение. И я просто не хочу сейчас какие-то там детали опускаться или еще что-то, чтобы не провоцировать, не злить людей. Не то чтобы злить, а как это правильно сказать-то, не вносить раздор. Я хочу сказать, что вот это вот одна, наверное, из самых главных проблем, которые у нас сейчас существуют, и как ее преодолеть, об этом надо много думать, потому что у нас, к сожалению, институт такого авторитета, он утерян, к сожалению, и как его восстановить, это очень сложная ситуация. То есть у нас, так как своей власти настоящей нету, все построено, получается, ну так как и в русском мире, к сожалению, именно на страхе все-таки, да, на превосходстве в силе, там, в богатстве, в чем-то таком. Не на каких-то моральных, к сожалению, ориентирах, а вот на таких делах. И вот это же, представляете, надо все восстанавливать. То есть, и чтобы вот эти люди, которые стали какими-то моральными авторитетами, они же тоже должны понимать свою роль, свою ответственность. Ну, то есть, нести вот это вот, так сказать, бремя, да, некое. Ну, это сложно тоже, согласитесь. Я вот в свое время, кстати, вот и... Ладно, сейчас уйду в какие-то дебри. Короче, э, один из факторов, чтобы обрести, ну, наверное, главнейший фактор. На самом деле, вот, знаете, духовитых пацанов бурядут хватает, мужиков. Женщин тоже хватает. Кто там рискнет своей жизнью, все там хватает. На самом деле, многие, кто думает, вот я там трус или еще что-то, просто он сам себя еще до конца не знает. Все вот этого хватает. Несмотря, ну, типа, кто-то думает, ой, численности мало. Да нормально, на самом деле, все нормально. Главное это, чтобы, знаете, вот мозги как бы вправились на самом-то деле. И понимание было, и было осознание, что это надо. Вот если вот эти факторы сойдутся, и вот не было разъединяющих факторов, типа там я оттуда, у меня там такой род, у меня там такой клан или еще что-то, мне там так воспитывали. Но все это ерунда. Когда вот мы все поймем, что нам нужно это, для чего нужно? Для того, чтобы мы э, жили нормально, чтобы мы были частью мира, чтобы мы так скажем, сберегали этот мир, да, потому что, к сожалению, вот философия русского мира по Дугину, вот этим Ильиным и так далее, она ведет мир только к развалу, к ядерной войне. А мы это должны, наоборот, сохранить. У нас вот такая вот, можно сказать, гуманитарная миссия, на самом деле, у всех наших народов. То есть вот распад Рашки надо воспринимать не как какую-то трагедию, а наоборот, как величайшее достояние вообще современности. Потому что, ну, сейчас видели, да, что в Сирии творится. То есть Рашка отвлеклась пока на свои дела, и тут сирийский народ, получается, освобождается от диктатуры. Ну, тоже, конечно, там по-жесткому все происходит, но что сделаешь? Вот так вот мир устроен. Если ты кого-то долго гнобишь, то потом ты в ответ получаешь то же самое, получается. Вот как-то так. М, а, Такие вот дела. Ладно, буду комментарии читать, то я что-то в себя ушел. Сейчас буду читать комментарии.
Ну, так этому русскому миру следует Руссия. Ну, в том-то и дело, что, понимаете, надо, чтобы они сами к этому пришли, что им нужно измениться. Но что-то должно серьезное произойти с ними, чтобы они, ну как, я не могу сказать, что русские люди какие-то плохие или еще что-то. Да, нормальные люди, на самом деле, много хороших, достойных людей. Но просто то, что я говорю, внутреннее порой наполнение, вот это вот имперскость или еще что-то, ну, она очень сильно мешает и им самим, ну, и нам-то подавно, да, когда там тебе что-то говорят, там, принесли независимость, хотя на самом деле там колонизация, истребление, уничтожение, геноцид был, да, ну, то есть, ну, это никак не сходится с реальностью, никак не сходится с правдой. Как это людям показать-то? Как это объяснить? Вот это вот, ну, тоже величайшая проблема, согласитесь. Хотя бы в наших республиках, хотя бы вот, чтобы там дошло до людей, что не было там никакого чего-то такого хорошего, доброго, там вообще ужас был просто, уничтожение. Но опять-таки это, видите, ах, сложная задача, но другого пути просто нет. Надо идти к этому, надо, хотим мы того или не хотим, мы тоже не можем все время какие-то ультиматумы ставить или еще что-то. Надо все равно пути какие-то сближения, там компромиссы искать, что-то такое. Во всех странах песни о любви, жизни, детях, счастье, только в России все песни о войне, смерти, приказах это годно. Ну сейчас, да, раньше как бы, а, ну по-разному же тоже, согласитесь, есть песни какие-то там попса, да, или еще что-то русские, которые мне нравятся. Я не могу совсем взять и все это отвергнуть. Хотя, конечно, надо большому переосмыслению вообще. И, конечно, мы все равно будем отходить, ну, наши народы. Ну какой смысл нам вообще чужую культуру, по большому счету, это не наша культура. Зачем нам ее нести? Мы должны свою нести. Это вот тюрки тюркскую, монголы монгольскую, да, другие народы свою. То есть вот как-то так. Ну, мы же знаем, кто мы на самом деле. Просто вот зачем нам русскую культуру вообще нести не русским людям? Это странно же. Зачем нам этот язык, по большому счету? Хотя, если экономически взять, нам, конечно, вот, ну, просто если экономически, да, несмотря на там какие-то э, взгляды, конечно, 100 там, сколько, 100 миллионов русских, да, там, тоже мясо, допустим, продавать, э, тоже, в принципе, выгодно, да, что-то такое. Как это все выстроить в будущем, чтобы нормально всем было? Вот большая задача. Но по большому счету, что, люди, представляете, какими были это, как его, до изобретения, до того, как научились огонь разводить, там, каменными этими орудиями пользоваться. Ну совсем дикие же, да, там, друг друга жрали, ходили. И сейчас вот, да, в каком мы состоянии находимся. Можно вот изобрели мобильный телефон, и можно через него в прямом эфире о чем-то говорить еще. То есть, ну, прогресс огромный. Ну, неужели мы не сможем, а, как сказать, наши вопросы, связанные с независимостью, ну, как-то просто объяснить. Ну, вот, ребята, мы, было, да, вот эта вот колонизация, но теперь все, короче, мы теперь избавляемся от колонизации, мы теперь сами будем работать, да? Сами будем двигаться дальше. Так, какие долги здесь? Долги здесь ни при чем. Войне выигрывает страна. Причем здесь война? Сейчас вот видите, в том-то и дело, вот наши с одной стороны, видите, наши народы, ну, зачастую, ну, даже вот бурят-монголов взять, все-таки это же все бывшие воины. И я так думаю, а вот что вот в будущем, что будет, постоянно война, что ли? Я просто смотрю, вот корейцы, они, ну, больше мирная, да, нация, по большому счету. И вот это вот их ответственность, дисциплина и так далее. Но я не говорю, конечно, что монголы мы такие были недисциплинированные, еще что-то.
но какой-то у нас есть такая жестокость, что ли, жесткость, необузданность. Надо нам как-то вот с этим, с гневом своим тоже справляться, как-то пытаться. Может быть, конечно, люди думали, когда там буддизм, ну и какие-то другие религии пытались вводить, ну, чтобы как-то обуздать-то, да, вот эти нравы наши. Но, к сожалению, до сих пор, особенно в пьяном виде, мы так и не можем себя контролировать, поэтому надо, конечно, с алкоголем, я думаю, прощаться вообще, как-то это, короче, перестать поддаваться этому зеленому змею. Хотя, конечно, тоже он эмоционально разгружает, но у нас как-то вот у многих, к сожалению, ну, думаю, не секрет, как-то не получается это, как сказать, золотую середину поймать. Что-то как-то на другую сторону все время выходит. И там всякие разборки бывают, да. Ну, к сожалению, такие дела. Верно говоришь, брат, ты прав, удачи тебе. Байрла. Многие из чата из РФ, вопрос или из СВО, из-за мобилизации, столько приехали из РФ в Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, и эти люди относятся к вам просто прекрасно в этих странах. А, ну те люди, которые там живут, да? Ну, в смысле, кыргызы, казахи. Когда они в РФ относятся к ним не по-человечески, почему и кто решил нацисты Украины, как будто в РФ нет. Ну да, согласен, да, да, есть вот эта вот ксенофобия. Я про это и говорю, что это вот этот русский мир, это надо тут вопрос решать, конечно. Потому что, видите, к нашим народам так относятся, как будто какие-то дикие там или еще что-то, как будто какую-то цивилизацию несли. Ну, понятно, что нет. Какую могли? Ну, давайте будем честны. Это не секрет, оккупанты, да. Ну, как они могли что нести-то? Там была одна и цель. Разграбить и все, и навязать свою волю. Ну, то есть, тогда так как бы был устроен мир. Бурят, ты живешь на русской земле? Это русские живут на наших землях. Русские мигранты борзеют всегда. Вы видели видео, где русский офицер на фронте сбивал азиата, что тот вышел из штурма живой, обвинял, собирался допрашивать, потом убить. Это был, по-моему, Хакас. Видел, да, видео это? Где-то выложили его в паблике каком-то, по-моему, что ли. Ну, что сказать-то? Ну, вот это вот ярчайшая демонстрация русского мира. Вот вы посмотрите другие видео, где они друг друга сами тоже гасят, где какого-то старика, ну вот опять про какие-то, как сказать, моральные устои, что ли. Старика 65 или 60 лет взяли, посадили в яму, голову, сверху на него мочится, и как бы, типа говорят, если неделю проживет, то тогда выпустим его. Ну как бы, о чем здесь, о каком можно говорить каких-то скрепах, да, там, моральных каких-то, не знаю, уважение к старшим, о чем-то. Ну, взяли старика. Что-то он, да, косякнул, но неужели вот так вот надо? Ну, как-то все, знаете, сегодня тоже рассуждали об этом, что все вот на страхе, да, начиная со школы, там, да, начинает шпынять, потом, что там, армия идет, да, еще что-то. Ну, и то есть все время, получается, русский человек находится в среде, где, как сказать, ну, где физические всякие наказания, то есть не, не как-то по-человечески там доступно доносят, да, а вот применяются всякие пытки там, вот это вот все. Ну, согласитесь, сколько уже можно жить в таком мире, уже все-таки 21 век. Корейцам себя приобщают. Но, между прочим, чем больше я живу в Корее, чем больше узнаю их культуру, я понимаю, что насколько она к нашей близка.
То есть вот этот Сагалан, он даже в те же сроки проводится, что и Соляль корейский, что у них есть тот же самый, как его, Йохар, борьба наша Бухеварилдан, тот же самый у них есть этот, ну как у нас, Надан есть же в Монголии, ну и у нас получается, у нас Сурхарбан, да, называется, Рынгурван Надан. Ну, то есть сходного очень много на самом-то деле. Да, языки, конечно, разные, но опять-таки у них, допустим, вот у нас будет Арваныгын, Арванхоир, да, то есть 11-12, у них будет Йоль Хана, Йоль Туль, то есть, ну, сами даже предложения, получается, в принципе, как бы одинаково строятся, что ли. Счет одинаковый, можно так сказать. Ну, вот как-то так. То есть, ну и ученые еще доказали, что буряты и корейцы, ну и в принципе монголы генетически даже схожи. Ну и в принципе, когда многих действительно смотришь, ну в разных, конечно, частях страны, я думаю, ну действительно похожи. Как-то так. Это что за птица такая? Птица пролетела. Русской земли вообще никогда не было в России. Откуда пришли твои предки? Чья это земля была? Вы сами были мигрантами, оккупантами. Теперь еще чужой присвоить хочешь. Ну да, русской земли в принципе. Там же мокши жили, да, там Эрзия, вот эти вот народы. Я вот сам до сих пор задаюсь вопросом, откуда вообще русские взялись в этой так называемой России, да, которой как бы ее и нету по большому счету. Вот выяснить бы, откуда они пришли. Так. Так, как трагедию воспринимает развал Рашки только русский, для других это счастье. Ну, я думаю, они пока просто не понимают, что для них это обернется наоборот лучшим исходом, потому что, ну, пока Рашка, ну, как остатки Рашки существуют, это для них это наоборот получается тоже западня, по большому счету. Ну, как Российская империя развалилась, совок развалился, Рашка тоже развалится. Вопрос во времени, вопрос о сознании народов, что это действительно необходимо. Пока что-то там, не знаю. Но процесс идет. Так, блин. Не брился, какие темы обсуждать сейчас даже с друзьями. Это страшно поднимать такие темы. Захар, ты невежа, колонизация не имеет справедливых отношений. Проще говоря, одна сторона колонизатора забирает все и не дает ничего, а как другая сторона колонии должна выживать. Ну да. Да, согласен. Абсолютно согласен. Ну, я вот, знаете, раньше думал, ошибочное мое мнение было, что вот у нас именно не хватит физического ресурса противостоять. Но в последнее время я думаю, что хватит вообще, хватит. Такие жесткие хугут у нас есть. Только их надо направить и контролировать. Вот с этим вот проблема. Потому что
Видите, они же тоже там, вот эти вот конторы, ФСБ, они же не дураки, они же специально работают над этим. Спортсменов, они же тоже вот специально, как сказать, на свою сторону переманивают, на войну отправляют, там, религию тоже используют. Ну, многие вещи, да, просто... Ну, к сожалению, давайте прямо говорить, там ребята не самые, как сказать, не самые умные, да, так скажем. Мало кто хорошо умеет анализировать, что-то думать. Но у них хорошо развитый вот этот дух такой бойцовский и физуха. Могут вообще там ломать. Но вот как их направить, как сказать, как донести вот это вот, да, вот это вот тема на самом-то деле. А так все получится на самом-то деле. Да и многие просто сами о себе еще пока не знают. Кажется многим, что... Видите, на самом деле эта вся проблема, она кажется такой прям вот нереально вообще, да, вот ничего не получится. Да это все вымысел на самом деле, что все это нереально. Все реально. Когда процесс начнется, все это, как сказать, мгновенно произойдет, я думаю. Главное просто быть подготовленным. В общем-то, все. Добрый вечер, хороший, продуктивный вечер, спасибо. Олег, вот ты фашист, сразу показал свою сущность, называть народ, проживающий испокон веков на своей земле, гастарбайтерами. Твои предки пришли откуда, вам позволили жить на чужой земле. Ну да, согласен. Какие дороги, где ты видел дороги за МКАДом, где ты видел госпитали, их в 22-23 только сократили, и в школах также. О чем ты бредишь, есть статистика официально, как ты любишь. Следующий стрим, наверное, завтра я посвящу кино. Потому что, смотрите, на самом деле, ну вот фильмы... Ладно, быстренько скажу и потом, наверное, продолжу. Надеюсь, не забуду. Ну, которые, как сказать, характеризуют, да, которые на фестивале ездят, которые, ну, как бы представляют Рашку во всем мире. Типа там Звягинцева, да, типа Дурака Быкова, типа этого, как его, Балабанова, да, там Груз-200. Да, они, конечно, безусловно, показывают все это, ну, как бы исконность, но мы еще не видели, знаете, вот этой вот прямо жестокости, откуда она родилась. Надо же, это же корни тоже понять. То, что в Буче было, то, что в тюрьмах происходит, вот это вот насилие, вот эта жестокость. Да, это показывали в Грузии 200, там, показывали там у Звягинцева, но это у Германа младшего, старшего, но это, ну, у старшего, наверное, нормально, особенно вот. Вообще-то сейчас, по-моему, я не смог первый раз досмотреть или досмотрел, но мне было тяжело. Трудно быть Богом. Но сейчас я так понимаю, что на самом-то деле это такое действительно полотно. Оно действительно хорошо описывает русский мир, по большому счету. Но вы попробуйте посмотреть этот фильм и соотнести с тем, что сейчас происходит, с этой войной. Я думаю, вы тогда, наверное, поймете, все-таки он провидец действительно был, Герман старший. Ну, может же русский народ, согласитесь, увидеть себя, да, свое отражение. Но все-таки даже они все равно боятся уж совсем посмотреть, да, на свою темную сторону. Ну там страшно действительно. Вот то, что вот Буча, Ирпень, вот это все. Ну, вот эту тему я, короче, хочу еще в следующем стриме прямо развить, поговорить об этом. Потому что, ну, должно же случиться что-то, что станет шоком, да, для Рашки-то, что они, ну, посмотрят, узнают, увидят все, у них вот это вот, как сказать, должна пройти вот эта хрень, что вот мы там во Второй мировой воевали, мы там победили, мир освободили, но все же это вранье на самом деле. Кто устроил эту войну?
кто с кем был в союзниках-то, это же все равно же должно всплыть же все это. Я понимаю, тяжело все это будет признавать, но ну а куда деваться? Или ты признаешь, развиваешься, либо ты, ну все как бы, больше не сможешь в цивилизованном мире просто жить. Ну, ты будешь просто, ну, если ты не примешь это, то ты будешь как бы дрейфовать в сторону, э, ну, как бы закрытости. Весь мир будет развиваться, а ты будешь вот там, вот мы там, этот, как с нами Бог, вот это все, да? Где-то там на обочине мира. Ты у русских научил пользоваться ложкой, ты тупой настолько, ты почитай историю быта монгольских народов, чтобы нести чушь. Это не мне, это Ромову было написано. Китай ждет ослабления России, чтобы потом захватить себе Сибирь. Да нет, что это все вранье, это все выдумки. Какой Китай, какое ослабление? Не будет ничего, нормально все будет. Независимая Бурятия будет, независимая Саха-Якутия, Тыва, все нормально будет. Если бы Китай хотел захватить Сибирь, то сделал бы это в 90-х, самый лучший момент в истории, когда страна обессилена, коррумпирована настолько, что продавал даже ядерное оружие. Ну да, согласен, согласен. Да, конечно, Китай ничего не будет делать. Они и сами сейчас кризис проживают. Я думаю, знаете, у них... Знаете, кризисы-то по большому счету, они не из экономики же рождаются. Ну, я так считаю. Все равно всегда все начинается вот... Даже люди, да, как живут. Ну, вот человек живет, живет, и какая-то у него мысль появляется, и он ну, начинает там меняться, да, в какую-то сторону. Ну, не сильно, но все равно. Также, я думаю, и со страной. Рашкой почему так лихорадит-то? Почему они вот войну вообще начали? Потому что кризис именно смысловой, что они... И почему вот и Путин пришел к власти, и все, у них... Они долго жили с вот этим вот коммунизмом, что вот что-то строим, потом поняли, что они ничего не строят, что все какая-то халтура, что все какое-то дерьмо получается, что-то не то. Потом в Рашке пытались они что-то, как сказать, что-то подумать, посидеть, но ничего не получилось в итоге. И опять, как сказать, просто откатились. Это, знаете, вот как состояние, такой бухой человек, да, только начинает у него что-то прояснивать, и он сразу же, хоба там, сразу спирта, да, накатывает еще в стакан. И все, и он опять такой, о, коматозе. То есть вот такое у меня ощущение про Рашку, что вот как сказать, что-то как будто только-только первые признаки трезвления начинают, они сразу еще раз накатывают, ну, про всю страну, и все, и дальше опять в коматозе. Вот так вот люди живут, вся философия. И мне кажется, в Китае тоже такая история, что ли, происходит, что с одной стороны вроде коммунизм, да, с другой стороны как-то капитализм, и куда идти, чего делать, тоже у них какой-то кризис там начинается, наверное, давно уже. Ну и знаете, ладно, идем дальше. Еще «Чистилище» фильм тяжелый. Ну, там он, кстати, такой оправдательный, что ли, «Чистилище». Удивительно, что его Невзоров снял. Такой немного типично ватноватый, конечно, что вот мы типа не воюем не за Рашку, за своих пацанов. Ну, вот такое вот все. Ну, то есть, я думаю, Невзоров тоже никак не мог на тот момент понять, для чего эта война вообще нужна, какие там смыслы. Он же тем более все это видел. Это сейчас он как бы совсем уже прозрел до конца. А на тот момент он еще все-таки был имперцем, что-то там искал какие-то смыслы, не нашел их никак. И решил просто вот, что они эти, кто там воевали, не просто так воевали, не оккупанты они, ну вот, типа, ради пацанов, что-то такое. Ну, то, что сейчас пытается там тоже внушить. Ой, сейчас, подождите. Два упыря решили поделить мир, потом
один упырь на другого, вот и вся Вторая мировая в двух словах. Ну да. Так. Сразу видно, с-за границы вещает. Ну, естественно, что я буду из Рашки вещать, что там долго не провещаешь. Запад разваливается. Где видно, что рубль летит вниз, инфляция растет? О, кстати, недавно, да, вона 81 стоила. То есть, я думаю, до сотки дойдет, думаю, вообще нормально будет. То есть, миллион вон будет сразу же 100 тысяч, думаю, нормально. Ну, потихонечку все равно вона наберет. Ну, доллар 150 вроде как обещают. 150-200. Посмотрим. Ну что, уже удобно стало. То есть, доллар 1000 баксов это не получается, ну, круглая уже сумма сразу, нормально так, да? Что там, 100 с лишним тысяч. Сам ты Рашка. Ну, так что, да, как сказать, постепенно-то все равно они там врубятся все-таки в тему. Привет из Украины. Мы с личной свободой и процветания. Слава Украине, кстати. Победы Украине. Ты сидишь в шапке и куртке благодаря Рашке. Я сижу в шапке и в куртке благодаря Южной Корее. Причем здесь Рашка? Здесь вообще уже на мне ни одной вещи не осталось, которая была бы связана с Рашкой. Причем очень давно. Причем здесь вообще Рашка? То, что... Ну, куртка, к сожалению, китайская, вот, да, я вынужден. Потому что я в том году решил сэкономить, но в этом году все-таки возьму нормальную куртку. Получше. Что-то я взял какую-то такую. Это шапка из этого. Ну, правда, катышки стали, но из этого как японский бренд-то есть. Ну, она недорогая, но нормальная. Такой этот. А, я забыл, как называется. Бренд этот. Ну, ничего, чтобы тут было связано с Рашкой. Кроссовки Asics. Ну, ничего нету, как бы. Причем здесь вообще Рашка? Кто войну начал? Путлер отправил танки на восток Украины. Кто Медведчук? Почему его меняли? Интересы России должны быть в России. Газ и села проведите, дороги в деревнях сделать. Но никто не будет это делать. Спасибо, легче на душе, когда видишь здравомыслящего человека. Байрла, спасибо. Ничего не связывает, кроме русского языка и зависти к русским. Вот кому русским я точно не завидую. Чего русским завидую? Незавидная судьба. Саха, нет, бурят. Бурят-монгол. Иди вперед и будь спокоен, твердо зная, что ты непобедим. Пусть говорят, один в поле не воин, но с верой в душе ты не один. Так, ладно, скоро, наверное, буду заканчивать стрим. Но, хотя, что-то 203 человека смотрят. Просто, да, тепло, конечно, у нас, но все-таки зима. Сегодня 1 декабря уже. Хотя, что... А, не, да, 1 декабря. Это так. Не совсем уж тепло. Бурятия сможет обеспечить себя. Ну, конечно. У нас там чего только нет. Нефрит, золото, уран. Ну, там, короче, легче, наверное, сказать, чего нету. Лес, Байкал, чем сказать, что есть. Поэтому, тем более с таким небольшим населением. Конечно, было бы здорово, если бы такие страны, как Япония, Корея, ну там США, не знаю, взяли над нами типа шефство. Но понятно, что это, видите, такие инфантильные немного мечты, потому что все равно надо самим, конечно, все решать. Просто когда думаешь, сколько усилий придется приложить вот наше население, которое вот зомбировано этим русским миром, как его изменить, это так думаешь, ой, ужас, да.
Вот какая-нибудь такая нормальная страна взяла бы, да. Но так тоже не бывает, так в сказках только бывает. Многое надо будет самим делать. Ну, как многое, все надо будет самим делать. Но у нас есть, конечно, свои нормальные, продвинутые люди, девушки, парни. Пока до поры до времени они не знают о своем предназначении, но когда наступит час, я думаю, они э, начнут действовать в интересах нашей Бурятии. Буряты несли очень большой вклад во Вторую мировую войну. Респект и уважение вам с Узбекистана. Спасибо. Респект Узбекистану. Хорошее ты дело делаешь, но крайне сложно это сделать. Ну да, я согласен. Ну, моя-то задача, она такая, как сказать, по большому счету, э, не то что пробудить, а вовлечь в процесс принятия необходимости независимости. Вот я бы так, наверное, сформулировал. Потому что, ну как, чтобы люди поняли, что это нужно, необходимо. И, ну, уже там дальше сами действовали. Любой регион в Рашке может себя обеспечить именно за счет республик, и живет Рашка, воруя, обманывая своих же народов. Ну да, ну как? Не ее народы оккупированы. Сегодня, кстати, хорошую фразу я услышал вот относительно этих наших коллаборационистов. К сожалению, есть коллаборационисты, предатели своего народа. Но, смотрите, вот фраза действительно заслуживает даже названия стрима. У Кремля соучастников не бывает, есть только свидетели. То есть сколько раз народы, да, предавали, ну, отдельные представители народов предавали свой народ, действовали в интересах Кремля и потом их же убивали. Поэтому я вот хочу вам сказать, не думайте, что если вот вы сейчас коллаборационисты, получаете деньги от Рашки, да, от Кремля, топите за русский мир, то это будет навсегда. Он же вас и схавает, этот русский мир, между прочим. Вот этот Кремль и вся эта история. Поэтому вы не ту сторону выбрали вообще. Надо за свой народ топить, а не за интересы оккупантов, по сути. Это вот действительно верное выражение. У Кремля нет соучастников, у Кремля только свидетели. Поэтому вы не думайте, что вы вместе с ними заодно. Вы просто их шестерки, слуги, и то до поры до времени. Ну, я думаю, как сказать, они, видите, между собой-то там, как это, грызутся. А вы-то для них вот эти вот просто продажные марионетки, да и все. Они что, думаете, вас на самом деле ценят, что ли? Да плевали они на вас. Срать на вас хотели они. Так что не думайте, что вы, типа, как сказать, с ними на одном уровне. Конечно, нет. И никогда не будете. Такие дела. Рашка она потому, что сами русские начали всех оскорблять, поэтому и зеркало работает. Ну, я говорю, русские-то люди нормальные есть и будут, и... Но то, что им в голову вкладывают с пропагандой этой, вот это вот печально. Надо вот это оградить, чтобы новые поколения, которые, по крайней мере, у нас будут жить, они нормальными были, не подвергались вот этой вот пропаганде всякой. Ну и понимали ответственность за деяния и свои, и предков. Наоборот, республики живут в основном за счет больших городов. Да. Не, ну, это было бы, наверное, верно, если бы это было... Ну, это неверно, во-первых, да. Ну, все же знают, весь мир знает, что Рашка это просто, как сказать, бензоколонка, которая притворилась страной. Ну, то есть это вообще все знают. Все знают, что в Рашке много природных ресурсов, они оккупированы у наших народов, да, у бурятов, там, саха, у всех народов. И все, и просто Рашка живет за счет природных ресурсов. Она ничего не производит. Где русский телефон? Где русский компьютер? Где
Ну, что-нибудь там, русский интернет, да, там, что-нибудь такое вообще, что пользуется в мире. Где русский iPhone? Нет уже такого. Есть американский iPhone, есть корейский Samsung, есть там китайский Huawei какой-нибудь. Но русского-то ничего нету. Где машины, которые на экспорт идут? Где вот Hyundai какой-нибудь, да? Соната какая-нибудь, которую хочешь купить. Ну нет уже. Где микрогрузовик какой-нибудь там? Портер какой-нибудь, да? Нету такого. Где японская Тойота? Ой, русская Тойота. Я бы еще согласился отчасти, если бы... Ну, если про Японию или про Корею говорить, то да, конечно, они за счет того, что производят автомобили, там еще что-то производят, продают во всем мире, конечно, да, страна за счет этого живет. Но в Рашке-то что, там ничего не производится, ничего не делается, они просто ресурсы продают и все. Вот, кроме продажи ресурсов, страна ни на чем больше и не живет, только на этом. Что предлагать своим изложением? Независимость обретать и спасти мир от ядерной катастрофы. Что за дичь? Республики живут за счет больших городов. Золото где, вольфрам где, цинк где, уран где, алмазы где, нефть где, газ где лес, пушнина где, уголь где. Да, согласен. Баир, ты пишешь про дотации. Но это не мне пишет он, другому Баиру. А кто кормит крупные города, вернее Москву? Ты видел в Москве нефтяные скважины, видел в Москве карьеры для добычи угля, алмазов, золота? Ну да, совершенно верно. Кто независимым республиках заправляет, чьи военные базы там стоят, почему Медведчук был в Украине, где аргументы про интересы. Уракшабы идут. В Москве сколько я встречал другие народы, которые добывают в Бурятии полезные ископаемые. Ну да. Почему СНГ не могут уйти от Рашки, не думаю, потому что Рашка держит всех на привязи, потому что там же и кормится, читай экономику, и разберись, кто и что делает в Рашке. Ну да. Так. Язык Эрзи запрещен, где тут разрешен. Сейчас башкиров запрещают, республики лишены своих прав, где факты и аргументы, а не мнение с колокольни. Ну да, это тоже не мне, это вот маршрутки какой-то. В любой республике два официальных языка, если вы не в курсе. Ну это, конечно, смешно слушать, потому что это только все номинально, на самом-то деле. Номинально, конечно, а на самом деле ни хрена это не соблюдается. Не, об этом я для себя уже все. Я не вижу никакого будущего, кроме как независимой Бурятии, где мы уже все. Ну, у нас не будет два официальных языка. У нас, ну, один наш официальный будет. И большое, ну, понятное дело, второй по значимости должен стать английский язык, потому что это уровень международного общения. Затем нам, как азиатам, ну, халхасский диалект, понятно, да. Ну, это как бы там бурятский, наш и халхасский там сильно отличий-то нет. Ну, по сути. То есть это один язык монгольский, короче. Мы сами монголы, мы там разберемся. Потом, ну, я считаю, надо нам в первую очередь сближаться с Кореей и Японией. Я в Японии не был, но примерно как бы представляю. Хочу очень съездить. Хотя бы на этот. Что там рядом находится? Осака, по-моему, да? Тут недорого. Хотя бы туда съездить, посмотреть. Вот как-то так. Ну, то есть, в принципе, доступно. Кстати, здесь много японцев, ну, в Сеуле. Корейцев много в Японии. Ну, как-то они так вот летают туда-сюда. Так. Бурятия независимости, независимо имеешь в виду часть Монголии? Ну, по большому счету, нам надо, как бы, конечно, объединяться. Но пока, наверное, это не получится. Пока просто будет независимой Бурятия. Бурят Монголия.
Лев Дворянцев, может, хватит про сказки и пропаганды. Вот есть семья Беретта, производит оружие 700 лет, а тут есть Дерипаски и Керимовы, которые обогнали Беретту по активам и состоянию за каких-то 30 лет. Ну да. Японцы к нам тоже приезжали раньше, общался с ними, забавные типы. Так, ладно. Что-то тут пытаются. Ой, типа мы вас не оккупировали, мы вас геноцид не устраивали. Ага. Держи карман шире, как говорится. Сейчас вот я почитаю не мои слова, а Невзорова. Между прочим, русского человека. Хотя он сейчас отказывается, конечно. Он говорит, я не русский. Ну, ему просто настолько стыдно, что он даже не может признать. Сейчас. Сейчас я прочитаю. Это не мои слова. Кстати, он про Грузию абсолютно верно сказал. Никакой там мирный митинг не поможет, там надо жестко отстаивать. И это касается всех республик. Никакой там, ой, мирно выйдем с плакатиками, конечно, не сработает. Мусора просто это. Он все верно пишет, Невзоров. Мусора понимают только силу. Как только, как сказать, как только менты поймут, что это, ну, могут по морде получить, они сразу будут брататься с народом, ой, мы вместе, все там такое. Сейчас. 5 minutes, please. Алеппо освободили, кстати. Сейчас. 1 minute. Вот, пишет Невзоров на телеграм-канале Невзоров. Традиционными российскими духовно-нравственными ценностями являются двоеточие разврат, мракобесие, невежество, мат, рабство, воровство, ложь, насилие, алкоголизм и паразитизм. Это важнейшие краеугольные камни как российской государственности, так и всех межлюдских отношений в стране. Стоит разрушить любую из этих позиций, Россия утратит свою идентичность и погибнет. Исчезновение любой ценности приведет к глобальной русской катастрофе. Путина повесят, армия разбредется, колонии отпадут, лепсы и шамана кастрируют. Режим Путина делает все, чтобы защитить и сохранить русские ценности. Пока все получается, это неудивительно. Для сбережения скреп денно и ночно трудится РПЦ, Минобр, РАН, Минкульт, Минюст, МВД, ФСБ. Вот такие вот слова написал Невзоров. Ну, на самом деле, знаете, лучше и не скажешь. Конечно, он, да, я понимаю, ему свойственна вот такая вот категоричность, там, именно про русский народ, но понимаете, к сожалению, вот действительно русских столько лет воспитывали в таких вот э, условиях. Понятно, что... Ну, тем более он, видите, он-то имеет право, так как он сам русский, да. То есть я могу бурят критиковать, так как я бурят. Но я же не могу, вот, как сказать... Конечно, и да, я называю оккупанты и так далее. Но вот я ссылаюсь, в общем, на Невзорова, на его слова. Но что делать-то? Там умных людей, несмотря на то, что столько лет они их уничтожают, они остаются, их много, и я думаю, они сами там разберутся со своим народом. Нам туда лезть не надо, нам надо свою независимость получить. Да бог с ними, ты пол истории забыл. Напишите, я что имею в виду. Вот опять имперец пишет. Вот вам пример той двоеточие благодарности недалекого человека, народ которого стал образованным. Да у наших, у всех народов и письменности, и культуры, и все было. Так что не надо здесь вот нам... Вот принесли культуру русскую, да? Конечно, блин. А зачем она, нахер нам она сдалась-то? Если это еще можно назвать культурой. Потому что она на самом деле европейская, по большому счету. Кто русским дал-то все? Европа дала. Благодаря русской культуре, уважению к традициям и устоям других национальностей. Ага. Монголия это самая независимая страна между двумя державами, как монголы сильнее нет. Ну да, частично согласен.
Какая будет, ну, буряты, как чеченцы, никогда не осмелятся уйти, да и мало нас. Не, вы полностью ошибаетесь. Это надо перестать об этом думать. Все получится. Только главное в это поверить и все. Как только поверим, все нормально будет. И преодолеем свои многовековые уже, к сожалению, проблемы. Это, ну, вот разделяя власть, есть же принцип Кремля, который нас разделяет. Ну, они же очень просто кидают косточку, и вот наши дураки бегут. Ну, потому что, ну, не зря же придумали, разделяя властвуй. Вот так и делают. Всякие кланы между собой стравливают. Хотя, по большому счету, нахер надо нам между собой ругаться. Кто придет, что за сказки, как живет Корея, Япония, Финляндия, даже Тайвань хорошо живет, Арашка, как африканские страны, которые в упадке. Ну да. Почему против карты Монгола? Ну, высказал этот Ринчин Габоев мысль о том, что, как сказать, если ты типа ее получишь, то потом не будешь претендовать на что-то. Ну, короче, знаете, я-то вообще другой идеей то, что там сейчас в Монголии делается, и тем более в Рашке, это все с ведома ФСБ делается, к сожалению. Ну и Путин там прилетал, все это. И то, что такой проект запустили, он все-таки, я думаю, ФСБ тоже к этому отношение имеет. Поэтому в этом плане я как-то вот не доверяю, что ли, вот таким вещам. Вот такие вот дела. Ну, Путин прилетал в Монголию, уже о многом говорит. И его не арестовали. Хотя Римский статут подписан. Буряты хотят отсоединиться. Ну, давным-давно хотят. Ну, вот надо, кстати, русским-то потом как-то донести, что никакого. Но почему они вот так уперты верят, да, что... Почему логически даже не подумают? Они думают, что действительно принесли нашим народам какое-то счастье, там, образование. Вы поймите, то время, да, вот, ну, американцы, Европа, они сейчас не стесняются, они признают себя оккупантами. Вы что думаете, русские были чем-то лучше? Они были даже хуже при оккупации. Для чего нужно-то было завоевывать? Не потому что, знаете, ой, а давай-ка это, там какие-то люди живут, давайте-ка им туда принесем цивилизацию, да, якобы, да, там, вот что-то им там, вот они нас там ждут, прямо заждались. Конечно, нет, им нужна была пушнина, золото, лес, поэтому и шли и уничтожали народы. Сколько загеноцидили, сколько убили, сколько наших народов уничтожено. И потом, ну, просто, как сказать, которые народы выжили, остались, они решили их ассимилировать, чтобы в своих целях использовать. Ну и все, то есть никакой там не было, конечно же, как сказать, таких мыслей, ой, давайте-ка им принести цивилизацию, принесем. Нет, конечно, они... Ай, блин. И вот, знаете, вроде взрослые люди, да, и верят в какие-то вот пропагандистские просто сказки. Ну это же, ну просто, как сказать, смешно. Вот сейчас что в Украине? Пошли действительно освобождать, что ли? Ну это же бред полный. Уничтожают там города подчистую. Вот они, да, там несут русский мир. Вот уничтожая, да, при этом и украинцев, и русских, которые там живут. Я вообще не против, пишет Инна Абрамова. Пусть все отсоединяются, отсоединились республики, в России стали жить лучше, а кто отсоединились, обнищали. Пусть отсоединяются, хватит датировать. Ага, допустим, кто хуже-то стал жить? Ни одна страна не стала хуже жить. Все нормально живут. И, между прочим, сама Рашка, вот сколько здесь русских гастарбайтеров в Корее, в других странах. И все тут работают. И русские, и казахи, и узбеки, и буряты. Все в Корее живут, и все такие же мигранты. Так что не надо говорить, как будто, знаете, вот такая богатая Рашка, туда приезжает кто-то. Не знаю, тут все как бы, все на равных.
Да, вот такие дела. Из Армении поддерживают мое мнение. Спасибо. Читайте историю, говорит, переписанную историю Рашки, да. Вот вы сейчас то, что по телеку, тоже в это верите, что ли, что там говорят? Русские казаки осваивали Бурятию. Да, осваивали они. Это какие казаки-то были? Там эти пройдох всяких отправляли, каторжников, всяких убийц, всяких этих вот пахабов. Это же все убийцы, насильники. Вы как, кого верите? Как будто туда какие-то достойные люди пошли. Самый сброд, самые вот это вот, знаете, низшие. Вот как сейчас этот ЧВК Вагнер всякие зэков отправляет, таких же к нам и отправляли. Это то же самое все, что в Украине творится, то же самое в наших республиках было. Таких же отморозков полных отправляли, и все. Рашка никогда не меняется. Что было там сколько-то лет назад, что сейчас, и то же самое все повторяется. И потом пишут, вот они же парту герои, что-то там в Рашке делают, да, а вот якобы там такие, блин, патриоты. Кого нахрен? Посмотрите видео, что там патриоты друг с другом делают. Он такие патриоты друг другу бутылки в задницы запихивают. Вот патриоты-то, блин. Герои России, блин. Один герой России другому герою России бутылку, эту палку в задницу запихал. Это что? Что за патриотизм такой? И вообще я не понимаю, почему все повернуто в Рашке именно на запихивание швабры, бутылки или еще что-то. И все говорят, вот тебе там на бутылку посадят. Ну, как-то все связано именно с задницей и бутылкой, и каким-то предметом таким. Что-то не то, короче, в этой стране. Может быть, она там такой, знаете, это как это говорят? А, Как говорят про геев-то? Латентные, вот. Слишком много латентных, наверное, чуваков, которые на самом деле такими являются, но скрывают. И, ну, вот такая история, короче. Не уничтожали, а вашу культуру не задавили. Да. Надо вот это, знаете, ну, по крайней мере, в наших республиках мы, конечно, работу проведем, там всю полностью историю восстановим. А не вот эту вот пропаганду. А то они еще верят, что как будто бы Наполеона выиграли. На самом деле проиграли. Еще даже стих написали этот. а, Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром. Пришли, главный город спалили. Это что за победа? Вот сейчас вот представьте, да, там в Берлин, да, там, не знаю, ну, то есть немцы бы... Не, ну просто представьте главный город, с которым ты воюешь, ты его разбомбил, уничтожил, и это что, не победа, что ли? И придумывают такое оправдание, это вот мы там отвели войска. Но он просто в генеральном сражении проиграл и ушел, и все. Вот это вот, блин, выигрыш-то. Но вот видите, настолько, это уже сколько историков доказывают, что это было поражение просто Рашки на самом-то деле, а никакой не выигрыш. Но это настолько, знаете, вот даже поражение, вот насколько эта ложь классно работает в Рашке, что даже поражение выдали за победу. Все какие-то низкие идеологии в комментариях. Всем пока. Русским, правда, как вампирам, чеснок. Потому что в Рашке криминальные законы, тюремные в тюряге так и делают со швабрами. Ну да, согласен. Земля калмыков в Сибири. Что там, ДВ, Южная Сибирь, Северный Китай. Все это монгольские территории с культурой плиточных могил. Предки монгол просто истребили индоевропейцев подчистую. Приветствую вас сейчас. Они через систему образования убирают бурятский язык из школ. Всем народам надо отделяться от Рашки, будет все на мази. Ну да, согласен. Почему так много орков на стриме? Не знаю.
Зану худут. Наверное, я сегодня буду заканчивать, потому что как бы немножко прохладно. Пора уже мне идти спать. Зану худут. Байрла. Постараюсь я в эти дни. Что-то я все время обещаю, что буду почаще выходить. И, ну, к сожалению, не получается. Ну, завтра я все-таки хочу выйти. Как я знаю, говорит, бурят сами присоединились. Да нет, конечно, это наглое вранье. Все это, блин, придуманное. Ни хрена. Еще на хоре спирают, и вот якобы хори пошли. Там вообще, это просто жаловаться ходили к царю на тот момент. Там не только хори, там вообще все рода туда ходили, в Питер-то. Это все такая придуманная история. Ладно, худут. Просто маленькую историю-то поизучайте. Не то, что вот просто вот вам сказали там в школе якобы присоединились, да, вот государственная политика. Хоть маленько-то изучите вопросы, тогда не будет таких вопросов идиотских. Зана худут, байрла. Комментарий бы ты, лайки то ведь ты, юм, подписка ты, зену худут. Дахинул затра, байер, те. Завтра ждем. Постараюсь, ага. Завтра, наверное, выйду. Зену худут.